насчет отказа проведения командно-штабных учений в рамках ОДК у нас на Иссык-Куле в октябре этого года. Здесь ничего такого нету. Опять его преподносит, как будто мы этим отвергаем ОДКБ, не хотим участвовать в этой организации, в таком толке публикации идут. Ничего подобного. Здесь очень понятно, потому что эти учения совпали с тем, что у нас события произошли на границе кыргызской и таджикской границы во время этих боестолкновений. Естественно, мы не могли, учитывая вот эту обстановку, мы не могли там провести эти учения. Мы, да, отменили учения, но мы его перенесли на поздний срок. Мы открыто об этом объяснили и генеральному секретарю ОДКБ, который недавно побывал здесь. Я имел с ним встречу, и наш президент с ним встречался, и другие структуры. Он с пониманием отнесся к этому. У нас такой прецедент раньше был. Вы знаете, во время ковида были запланированы очень много международных мероприятий, в том числе и командно-штабных учений. Но из-за ковида в 2020-2021 годах все это было перенесено, и потом начали его проводить в этом году. И вот в связи с тем, что произошли эти события в Баткене, мы просто его временно отменили и перенесли на поздний срок. Мы можем его в любое другое время можем провести, потому что подготовительные организационные эти мероприятия были закончены на 99,9%. Мы уже 100% почти были готовы встретить участников этих учений и могли в любое время провести. Но, я объясняю, здесь никаких злых ничего такого нету, ничего такого, заговора ничего нету. Некоторые представляют, что это было направлено против России, против соседей. Ничего подобного. Это просто учитывали мы нынешнюю обстановку, которая сложилась в результате этих боестолкновений в Кыргызстане.